Любой закон, в том числе и основной закон страны, Конституция, это закон динамичный, который должен меняться в зависимости от ситуации, от реалий новых. Поэтому как бы закон основной не был совершенным, таким кажется, то со временем появляются новые проблемы, реалии мировые, реалии российские и другие. Поэтому с этим целью было решено внести изменения в Конституцию России. И как гражданин, как житель республики, конечно, меня там волновало то, что касается непосредственно нашей республики, нашего народа. В первую очередь, это забота о родном языке, о том, чтобы он не исчез, о том, что он существовал бы как равный среди равных. Эта статья действительно нас устраивает и нужна. Другая статья, которая меня волнует как политолога, это статья о том, что нельзя и запрещается, по сути, умалять значение вклада российского народа, советского народа в Великой Отечественной войне, да, не только в этом, но и в целом в историческом процессе. Мы напрямую с этой проблемой сталкиваемся на протяжении уже более 70 лет. Поэтому для того, чтобы не было уже соблазнов у неких Пахаловых, Терещенко, Бортко, Никоновых, лить на народы, не один народ. Если наш только все народы, большинство народов терпят вот эту ложь, которая льется, умалить значение, это, в принципе, идет как лить воду на мельницу западных сегодняшних аналитиков. Хотя этого наши почему-то не понимают, что они, наоборот, как раз подтверждают ложный тезис Запада, что в Великой Отечественной войне победа Советского Союза была незначительной во Второй мировой войне. Точнее. Поэтому мне тоже это кажется существенным. Там много вещей, которые действительно требуют того, чтобы мы поддержали и проголосовали соответственно за поправки к Конституции Российской Федерации.